Отметить послание президента России очередными несанкционированными митингами решили сторонники так называемой несистемной оппозиции. Можно увидеть в этом особый замысел. Или предположить, что спешка в проведении акций возникла из-за вполне реальной перспективы того, что уже в самое ближайшее время Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального могут признать экстремистскими организациями. После этого структуры оппозиционного политика в своем нынешнем виде просто не смогут продолжать легальную деятельность в России. В Казани, скажем так, подобие митинга тоже было. Как и в январе, организаторы прятались где-то в интернете. Координация действий происходила в телеграм-каналах. В Казани изначально планировали собраться на площади Тысячелетия, но за пару часов до начала в сетях появилось сообщение: власти города и полиция не хотят, чтобы наш митинг прошел на площади Тысячелетия, подходы к ней заблокированы. Значит, мы проведем шествие, а новая точка сбора – часы на Баумана. От них мы идем к Кремлю. Финальной битвой между добром и нейтралитетом назвали это действо модераторы акции. Люди на Баумана собрались, но масштабного шествия не получилось. Кстати, не все задержанные во время январских оппозиционных митингов отделались штрафом. Несколько человек осудили по уголовным статьям. Их задерживали и после митингов. Некоторые до сих пор находятся в следственном изоляторе. На этой неделе в Набережных Челнах оглашен приговор одному из задержанных уже после митингов за призывы. Делал он это виртуально, в социальных сетях. Призывы были виртуальными, но лишение свободы оказалось реальным.